Каюм Мемет, известный артист, актер и комик из Восточного Туркестана, был признан виновным в суде, проведенном режимом Коммунистической партии Китая, и приговорен к 15 годам тюремного заключения. Это решение вызвало увеличение опасений относительно серьезных нарушений прав человека, совершаемых в отношении уйгурских турок и других мусульманских общин в Восточном Туркестане. Каюм Мемет был популярным художником в Восточном Туркестане, имел широкую аудиторию поклонников благодаря своей успешной карьере в кинематографе и комедийном жанре, включая последний сериал «История Кашгара». Сенатор Марко Рубио сообщил, что США продолжат демонстрировать солидарность с уйгурскими турками, вновь переведя внимание на закон о политике в отношении уйгуров. В своем заявлении вчера Рубио отметил, что с восстановлением обсуждений закона о политике в отношении уйгуров он будет выражать решительную поддержку диаспоре вместе с двухпартийной поддержкой этого законопроекта. Рубио также отметил бесчеловечные действия, которым подвергаются уйгуры Китаем. Обращаясь к своим коллегам, Рубио сказал: «КПК совершает ужасный геноцид в отношении уйгуров и других этнических групп, главным образом мусульманского турецкого происхождения. Я призываю своих коллег принять этот законопроект как можно скорее». Синан Аган, кандидат в президенты от Альянса, сделал шокирующее заявление о зверствах Китая в Восточном Туркестане. О геноциде уйгуров, произошедшем на глазах у всего мира, Синан Аган сказал следующее: «Нет такого угнетения, о котором они рассказывают». Уйгурское движение отреагировало на заявление Агана. Заявление, о котором идет речь, включало следующее: доклады Верховного комиссара ООН от 31 августа 2022 года, а также решение о геноциде уйгуров вынесено независимым судом Англии 9 декабря 2021 года, в то время как парламентские решения 10 стран заявляют, что репрессии КПК в Восточном Туркестане представляют собой геноцид и преступление против человечности. Мы с сожалением сводим это к враждебности Америки по отношению к Китаю. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство по поводу высказывания китайского посла в Париже Лу Шае, который ставит под сомнение суверенитет стран бывшего Советского Союза. Находясь в Бельгии на саммите Северного моря, Макрон высказался в интервью французскому телеканалу BFM TV, критикуя Лу Шае и заявив, что использование такого языка не входит в компетенцию дипломата. Главный разработчик лунной программы Китая Ву Вэйрэн представил план строительства Международной лунной исследовательской станции, которую возглавляет Китай, и пригласил организации и ученых со всего мира присоединиться к программе. Ву выступил на международной конференции по исследованию космического пространства, проходившей в центре провинции Аньхой на востоке Китая во вторник. Ожидается, что базовая модель станции будет завершена к 2030 году. Карим Масимов, бывший глава разведывательного управления Комитета национальной безопасности Казахстана, был приговорен к 18 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене. Специализированный суд по уголовным делам в Астане приговорил Масимова к 18 годам тюремного заключения за такие преступления, как государственная измена, насильственный захват власти и злоупотребление служебным положением, а также конфискация его имущества.